Друзья, всем большой привет! На календаре у нас уже 28 августа, среда. И у нас в наших краях наступило опять лето дня 3-4 назад. Но это, скорее всего, уже бабье лето, потому что через 3 дня уже сентябрь. И все уже напоминает о том, что скоро будет осень. Начали желтеть листья, высохла ботва картофеля, скоро начнется уборка, скоро начнется сбор урожая. Ну, мы сегодня опять на реке. 2 недели нас на реке не было. Была большая вода, были дожди. Но основная причина, это, конечно же, если смотрели последние ролики, говорил я вам про палец. Это вот он сейчас вот нормальный палец. А так он все-таки довел меня до больничного. Стал вот такой вот, 2 раза толще. Пришлось обращаться к хирургу. В общем, неделю сидел на антибиотиках. Собралось много домашних дел. Потом опухоль спала. Палец сохранили, это уже хорошо. Он даже начал сгибаться. Немножко еще осталось. Опухоль кожи слезает, но все позади уже. Занимались домашними делами. Завтра ожидается у нас рыбалка с ночевкой. Ну а сегодня появилось время, полдня, и мы им будем тратить его даром. И основная же, конечно, причина это вот, друзья, взял с собой раколовки. Купил новую раколовку, раколовка-книжка, остатки раколовок, и едем ставить раколовки, потому что скоро, очень скоро у нас, друзья, начнется интересный этап нашей рыбалки. Это, конечно же, рыбалка на продольнике. В прошлый год мы поймали немало крупных налимов, крупных щук. Надеюсь, и в этом сезоне рыбалка нас не подкачает. Ну, для этого надо хорошо подготовиться. В первую очередь поймать живцов. Погнали! Как мы видим, народ рыбачит. Не знаю, ловится или нет. Взял с собой также спиннинг и попробуем. Начала ловиться рыба. 2 недели назад она не ловилась от слова совсем. Ну и, конечно, сейчас вот хочу показать то, что вода упала. Наша уралочка полностью на суше. Весит она у нас около 150 килограммов примерно. И теперь давайте посмотрим, с какой легкостью. Вот она полностью, как мы видим, на суше, да? Вот. С какой легкостью мы ее передвинем. О! Казанку бы я так не передвинул, хотя, наверное, она немножко легче вон. Так как площадь соприкосновения у нее небольшая. Вон, как по маслу пошла. Как-то вот так. Без особого напряга мы ее столкнули. Так что поднять лодку или столкнуть можно легко и просто без помощников. Через 2, даже меньше уже, меньше 2 недель осталось до праздника охотника, который пройдет в нашем районе, в старинном коме, селе Еремеево. Я так думаю, что все будет нормально, и мы тоже съездим туда, заснимем, что там было, и вам покажем. Это очень далеко отсюда, в верховьях реки, даже не Печоры, а притока Печоры Илыча, там, где Печора-Илычский заповедник. В общем, скоро вы все сами увидите. Ничего, на этот раз взял с собой и ружье с патронами, потому что у нас уже
больше 10 дней, как открыта охота на водоплавающую. Через 3 дня откроется на боровую. Но боровую-то я в лес еще даже и не думаю ходить. Это после уборки картофеля. А вот водоплавающую уточек можно уже будет посмотреть на озере. В общем, скоро все сами увидим. Вот когда тепло, заводится с полпинка. А стоит только опуститься в температуре где-то даже плюс 5, плюс 6, уже, не говоря уже о ноле, минус, заводится плохо. Поехали. Сегодняшний день, можно так сказать, это уже начало осенней рыбалки на продольнике. Потому что мы с сегодняшнего дня начинаем подготовку. Будем заниматься заготовкой живцов. Если поймаем большой запас, эти живцы пригодятся нам также и на зимней рыбалке. Я так думаю, у нас все получится. Погнали. Вот мы добрались до озера, изрядно попотели. В общем, пока оставляем все: ловушки, банки, бутылки, ведра. Берем телефоны, берем только с собой ружье и патроны. И проверим эти два озера в надежде добыть уточку. Ружье вертикалка ИЖ-27 86 года выпуска прошлого века, со знаком качества еще. Если кто помнит, купил я новое ружье, БУ ЧЗ-712. Сделал выстрелов 50, может быть 60 максимум. И оно поломалось. Видели, была утка, я не мог стрелять. В общем, разобрал, на ружье сломан курок. Искал в интернете, искал на Авито, искал в магазинах, обзванивал, писал. В общем, ЧЗ-712 сейчас не выпускают. И нигде в магазинах нельзя приобрести. Бэушных тоже ружей нет. Обращаюсь к зрителям, к друзьям на канале. Если кто-то владеет информацией, прошу поделиться, где можно достать курок на ружье ЧЗ-712 Magnum. Кто-то писал мне, что можно достать в Казахстане. Ценник там был где-то что-то около 8000, 8,5 что ли. Давали даже ссылку. Я попытался связаться, у меня это не получилось. Писали, что такого сайта нету. Так что повторно обращаюсь. Может, кто-то знает, где можно. Может, у списанных ружей где-то есть такая запчасть. Может, у кого-то сломанное ружье есть такая запчасть. В общем, кто владеет информацией, где можно найти курок на 712, прошу написать в комментариях. У меня практически новое ружье стоит без дела. Если в течение 5 лет я не найду, мне придется просто обратно сдать его в отдел. Как-то вот так не получилось у меня охота с новым ружьем. Зато вот этот старичок у меня с 86 года уже. Покупал его также с рук в 2004 году. 20 лет оно меня кормит уже, верой и правдой служит. Пошли посмотрим, послужит ли оно.
на этот раз. Так, все готово. Погнали. Подходим уже к озеру. Прямо здесь бывают уже утки. В конце озера бывают утки. Как мы видим, озеро все цветет, все в тени. Полностью покрыто как льдом, тиной. Там только небольшой просвет есть. Пойдем туда сходим. Черная смородина. Вот небольшой просвет есть. Сюда и закинем мы нашу ловушку. Пару штук сюда. 2-3 ловушки. И 3-4 туда. Потому что дальше все в тени. Будет не закинуть никак.
Так, уток нет. Пойдем посмотрим еще на Большом озере. Это малое озеро. Черная смородина, созревшая. Никто не собирает. Прошлый год немножко здесь пособирали. В этом году, если время будет и до заморозков успеем, тоже надо будет прийти пособирать. Вон, такая красота. Она хоть и мельче, чем садовая, но намного вкуснее и ароматнее. Так. Пойдем глянем еще. Большое озеро. Тут недалеко есть. И потом уже приступим к установке наших ловушек. Здесь к концу озера тоже могут быть утки. В детстве помню, частенько на мотоцикле приезжали сюда. Все озера обойдем было. Ну, когда одну, когда две удавалось добыть. Тут вот они бывают. Блин, вот тут в конце бывают тоже. Блядь, вроде не поднял. Шиповник колется. Пешкин кот. Вот тут они в кустах могут быть и взлететь резко. Кряква она такая. Можешь сидеть до последнего в кустах и взлететь прямо из-под ног. Вот тут вот в кустах могут быть. Я так думаю, если была бы она уже взлетела, значит никого. Значит никого. Ладно. Пойдем глянем Большое озеро. Подходим к второму озеру, широкому, большому. Тоже не видать. Возможно, их уже шуганули охотники.
опять не успел уплыли. Раз, два. 2 штуки. Блин, они быстрее плывут, чем я иду. Ладно, дальше обойдем. Вот они, вот они. Нырнул под ранок. Так вот. Подранили второго. Хохлатая чернить. Ну все. 2 подранка. Где сейчас найти, прикажете? Сейчас в кустах выплывут и все. Вот чем отличается двухстволка от пятизарядки. Была пятизарядочка. После того, как уронил и начал плыть сюда, можно было бы добить сразу. Вот она. Успела. Нет, нет, нет. Вон, походу все. Или нет? Вот она вынырнула. Вижу. Что за ним за бронебойные? Опять нырнула. Уж поближе подойти. Нырнет же ведь. Уплывает. Ну все, на этот раз, наверное, точно все. Так, одна уточка у нас готова. Надеюсь, вот она. И точно все. А вторая, это первую, которую я подранил. Вроде связь. Ну, сейчас посмотрим, что там. Все закружило там в кувшинках. Второй подранок, который мы сбили в лед, где-то здесь. Его, наверное, уже мы хрен найдем. Ну, хоть одну добрали, и то хорошо. Добрали. Пока еще шевелится. И на той стороне. Ветер куда у нас? Ветер сюда, так что, может быть, принесет сюда. Ладно, будем надеяться, что готово. Пойдем поищем ту. Подранок. Из кустов вышел и нырнул вот здесь вот опять. Надо
сейчас смотреть, где вынырнет. Прошел почти все озеро. Дошел до начала озера, и только здесь он. Вот с этих кустов. Хитрые. Вот где она сейчас вынырнет, хрен его знает. Ружье было не подготовлено, да и близко было, разнесло бы к чертовой матери. Вон, в 10 метрах, наверное. Маскировка у них на высшем уровне. Вот в этом чепыжнике была бы собака, может быть, она первой подняла бы. А так она сейчас может спрятаться в любом месте, вот в тех кустах, и уже не найти. Теперь-то она уж точно затихарилась по полной. Ладно. Пойдем обойдем озеро и попробуем достать хотя бы ту одну утку. И заодно есть надежда, может быть, где-нибудь из кустов это отплывет. Вот там волны пошли, не знаю, от утки или от рыбы. Вдалеке уже в центре озера. Может быть, и туда уже уплыло. Что, скорее всего. Ладно, попробуем, обойдем. Теряем много времени, но что теперь? Под ранка надо добирать. Нормально. Пока обходили озеро, нашу утку вынесло в центр. В принципе, так я и думал, что так оно и будет, потому что ветер дул сюда. Просто я думал, что и прибьет куда-то. Вот она, наша уточка. Ее несет на ту сторону. Второго подранка мы так и не нашли. Этот готовый. А второго нет. Второй где-то в кустах заныкался. Ну и ладно. Идем обратно. Хорошо, что заметили. Так, ну вот, пока мы гуляли туда и сюда, нашу уточку прибило к тому берегу, откуда мы стреляли. Сейчас главное, чтобы ветер не поменялся. Хотя уже поздно ему меняться. Все. Одну мы точно уже доберем. Вернее, добрали уже. Она готовая. Так. Сейчас посмотрим поближе. Что у нас за первая утка осеннего сезона? Я думаю, хохлатая чернить. Да, это хохлатая чернить. Полностью уже в перьях. Полная взрослая утка. Прямо в голову. С полем есть первая утка осеннего сезона. И где-то еще у нас один
подранок здесь, но на него мы точно время тратить уже не будем. Один раз вот в тех кустах я видел, и где-то он затихарился капитально. Сейчас пока на него не наступишь, не найдешь. Это нужна резиновая лодка, и шаг за шагом, кустик за кустиком, листик за листиком все тщательно проверять. Но нам этим заниматься некогда. Может быть, как-нибудь получится в другой раз. Одну мутку добрали. Вот это первая, которую я стрелял, потом добивал. А ту, которую в лед уронил, мы ее, к сожалению, не добрали. Вот 2 утки на 2 озера. Но не зря потратили где-то больше часа с ходьбой со всем. Зато уже есть результат. Ну а теперь пойдем ставить ловушки. Все-таки приехали мы сюда не за утками, а ставить ловушки. Ну, охота пуще неволи, это точно. Так, ну вот, приступаем. Как мы видим, 2 раколовки. Раколовки книжки. Это у нас прошлогодняя раколовка книжка. Это совершенно новая. Заказал в этом году новую. Эта раколовка в этом году уже поработала. Серега на карьере половил карасиков. Запас небольшой есть. Говорит, пока хватит. Отдал обратно. И вот сейчас мы будем... Заодно кину вот такую ловушечку. Крупный гальян сюда, наверное, не влезет. Но посмотрим. Чисто экспериментально. Речной гальян должен влезть. Да и может мелкий озерный тоже влезет. Для прикормки буду использовать прошлогоднюю прикормку карп, сазан, шоколад. Прошлый год она работала. Для разбавления набираем воду с этого же водоема. В этом году что-то здесь очень много тины вот этой. В прошлом году ее было заметно меньше. Ну ладно. Вот так вот. Немножечко. Лучше потом свежий еще намутим. Вот немного этой воды. И сюда насыпаем нашу прикормку. Чтобы она была вязкостью примерно как пластилин. Запах обалденный. Так, я, наверное, много воды размешал. Что-то мне кажется. Ну, ладно. Шоколада с кусками, блин. Хоть доставай до чая пей. Ароматная. Прямо шоколадом пахнет. Ну вот. Сейчас, я думаю, будет более-менее. Все нормально. Смотришь по телевизору на прикормке, целыми тазиками выливает эту прикормку в водоем. Я поражаюсь, думаю, господи, поросенка можно было бы накормить этой прикормкой. Вот так вот, чтобы она ведро лопнуло еще. Ладно. Тут и кукуруза, и все. Все. И вот теперь берем вот такие маленькие шарики, лепим. Небольшие вот такие вот шарики. Это для запаха. И отпускаем. В раколовках есть вот такие мешочки по центру. Мешочки, мешочки. И в этот мешочек отпускаем наш шоколадный шарик. Все готово. Одна готова. Вторую сделаем по тому же принципу. Также небольшой комочек прикормки закинем
сюда. Совсем небольшой. Мы тут их кормить не собираемся. Это только для запаха. Прошлый год мы поймали, ну, сотни-две, наверное, озерного голяна. Много речного. И был еще... Очень много было налимчиков мелких, которых мы отпустили в Печору потом. Так. Вот так вот. Так, оттираем руки. Обед уже раколовку для запаха. И закрываем молнией. Все, в принципе, все готово. Остальные старые раколовки, которые купольные, закинем с той стороны. Ну, ловись, гальян озерный. Пока погода хорошая, я так думаю, ловиться он должен. Это потом уже как погода испортится, похолодает, озерный гальян потеряет всякую активность. И в октябре его уже, или в конце сентября, поймать очень и очень сложно. А пока у нас погожие денечки, не надо упускать такую возможность. Будем пробовать ловить. Сколько поймаем, все наше. Вот так вот. Так вот. Вот так вот. Вот так вот не надо. Надо вот так вот. Все. Все готово. Начало положено. 2 раколовки книжки. Потом, если что, можно будет сюда еще одну кинуть. Заказать 3-ю. Там смысла нету. Там 1 тина. И вот с той стороны сейчас закинем. Вот 1, 2, 3, 4 или сколько там осталось. 5. Не знаю. Посмотрим. Все. Что-то солнце уже спряталось. Тучи надвигаются. Лишь бы дождя не было. У меня все плащ, все в лодке. Вот вижу. Сразу же вот. Сразу вижу. Подплыли мальки. Я не знаю, речные или озерные. Пока закидываем те раколовки, на обратном пути проверим эти. Заодно посмотрим, есть ли какой-нибудь результат. Вижу, рыба есть. И это здорово. Итак, сходил, забросил 4 раколовки на ту сторону. И 1 раколовочку еще на большое озеро. Чисто экспериментально. 2 года назад кидал ловушку туда. Ничего не поймал. Но там рыба есть. Посмотрим, что там за рыба. И посмотрим, попадет ли что-нибудь на большом озере. Времени прошло где-то больше часа, пока это все этим я занимался. Но час прошло точно. Давайте же посмотрим наши 2 ловушки-книжки, которые мы закинули только что час назад. Та-дам! Ну-ка, 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 ну-ка. Есть. Есть. И что там есть? Что-то уже там есть. И это здорово. Если за час что-нибудь да попало, то возможно. Так, вижу карасика. Карасик раз. Вот такой вот карасик раз. И 1, 2, 3, 4, 5, 6 речных гальянов. Речной гальян — это фигня полная. Речных гальянов можно поймать где угодно, но прошлый год я даже выкидывал их первое время. Если не будет озерных, будем кидать на речных. Все. Перекормка пока у нас есть.
Закармливать их не будем. Для запах еще они пустят. Так. Ну, не пусто уже хорошо. Плохо только то, что озерных гальянов нету. Как бы надежда-то... В основном-то мы здесь теряем время ради озерных гальянов. Самая лучшая наживка — это озерный гальян. Так, ну а здесь что у нас? Опа, тоже что-то есть. Ну тут бутылка мешает. Бутылка. Бутылка, тяжелая бутылка. В бутылке никого. Ну, бутылка, ладно. Пусть экспериментально еще побудет. Тут тоже одни речные гальяны. Походу. Да. Нет, один озерный есть. Вот он. Вот он. Один озерный небольшой гальянчик есть. Так что надежда, что что-нибудь попадет, еще есть. И куча речных, штук, наверное, 20. Вон, видно, да, надеюсь? Речные гальяны, в принципе, живут на течении. А так они нашли озеро и живут здесь. И налимчики прошлый год были. В этом году пока нету, но посмотрим. В общем, закидываем. И ждем. День. Не знаю, получится проверить завтра. Проверим завтра. Нет, так послезавтра. Но в принципе, если бы мы, допустим, решили... Вон, маленький самец озерного гальяна. Маленький-маленький. Вот вижу одного. Вижу маленького второго. Но они вырастают вот таких вот размеров. Один карасик и куча речных гальянов. В принципе, 3-4 продольника уже можно было бы поставить. Но мы ставить их пока не будем. Закинем их в тюрьму 5-литровую. И пусть пока плавают до лучших времен. Карасик, не знаю, влезет, не влезет. Постараемся. Так, ну что у нас? Солнце уже на горизонте. Осталось рыбачить максимум час. И что мы видим? Мы видим, что на реке рыба просто тьма. Вот она плещется. Но это, скорее всего, сиг. И на спиннинг его не поймать. Я так думаю. Это не хариус даже. Это, друзья, сиг. 100%. Ну, мы попробуем поймать язя, окуня, щуку. Как говорит один известный рыбак. У него от сига изжога. Это, конечно, шутка. Изжога от сига быть не может, но раз такое было. Пошутил он так. Рыбачим до сих пор на телескопичку. Хотя уже и Lucky John отремонтировали, и Николай мне подарил новую удочку для спиннинга. Ну, и катушку новую. Но я заказал на Озоне новую леску 0,4 толщиной, чтобы уже наверняка 3D. Вот как только мы получим ее, так сразу намотаем на катушечку и поставим, потому что вот эта тонкая леска несерьезная.
перетирается, и даже небольшая щука может ее оторвать. Или язь крупный, или крупный окунь. Она где-то 0,25 или 0,28, не помню уже. Раньше я ловил на леску 0,5, и никаких проблем не было. Зацепился, подтянул лодку, поехал дальше. Ну, третий заброс, поклевок пока нет. Ни окуня, ни щуки, ни язя. Кидаю на резинку, на лягушку. Много было комментариев, что я неправильно делаю проводку. Ну, учить оно с дивана, конечно, лучше. Но мы пробуем всякие разные проводки, в том числе и ступенчатые. Только отпускать на дно не очень-то сильно и хочется. Почему? Потому что не хочется терять блесну. Очень много зацепов. Экспериментировать можно всякие проводки там, где чистое дно песчаное. А тут сильно не заглубляем. По крайней мере, если рыба хочет кушать, она ловится. Сегодня, походу, она кушать не хочет. 10-й заброс. И поклевок нет. 2 недели назад была та же самая картина. Ничего пока, походу, не изменилось. Хотя вода от дождей сильно прибыла. Теперь она падает. Но рыба почему-то ловиться не хочет. Это что было? Или зацеп, или что-то было. Или поклевка. Сейчас посмотрим, если травы нет. Значит, поклевка. Нет, трава. Ладно, друзья, до первой поклевки. Как только, так сразу. Раз десяток еще кину резинку, потом что-нибудь новое поменяем. Вот, друзья, хочу поделиться с вами радостной новостью. Вон 2 блесенки, 3 Мэпс. Вот такая вот. И вот такая вот блесна. Это подарочек у меня от Александра Иванова. Вот такие вот 2 красивые блесенки. И сейчас вот мы эту блесенку попробуем. Поменяем. Немножко толкнемся. Там потому что всплески были. Язь, возможно, хариус. Вот. Не знаю, кто там плещется. Сик, конечно же, не возьмет. Ну вот поставим сейчас вот эту блесенку и попробуем. Спасибо, Александр, большое за блесна. Кстати, завтрашняя рыбалка как раз будет с ним. Выезжаем с Александром на рыбалку с ночевкой. Я так думаю, у нас что-нибудь да получится. Сегодня у нас была разведка. Первый заброс. Но это ближе, конечно, харюзовые блесна. Здесь на тиховоде харюза-то нет. Но по идее они должны быть универсальными. Любая хищная рыба должна по идее на них ловиться. Но здесь как бы типа ямки. Сейчас вот еще здесь вот проводочку сделаем и выедем на середину и попробуем покидать самосплавом. Вот ее точно заглублять я не буду. Здесь коряжники. Потому что чего-чего. Ой, как терять ее мне не хочется. Ладно, пошли на течение. Вот, выехали на середину. Не знаю, кто здесь плещется. Сейчас посмотрим. Если это сиг, он не возьмет. Но если это язь, может хапануть такую блесенку. У нас сиг
не хищный, травоядный. А вот в Якутии смотришь, в Сибири, там сига ловят на блесну. И довольно-таки успешно. Вот, видите, да, вон? Это сиг 100%. Если сейчас взять сплавную сеть и проплыть, 100% будет результат. Вот он здесь косяком вот идет. Комариков собирает с поверхности воды. Но на удочку, на спиннинг его не поймать. Что только не пробовали. И маленькие крючки, и червячки, и опарыши, и маленькие мушки. Очень-очень редко может на маленькую мушку взять. Вот он, видите, да, плещется по всей реке. Или зельдь. Может быть, даже и зельдь. Это как ряпушка, или как там ее. Мелкая сиговая рыбка. Вон. Вот его. Вот ее сколько здесь комариков собирают. Я здесь валом. Но блесну она кушать не хочет. Так. Ну, не знаю. Уйдем ли сегодня мы, оторвемся ли от 0. Мне кажется, уже нет. Времени на рыбалку нет. И столько забросов, и нулевой результат. В принципе, можно еще попробовать съездить на перекат. Но там тоже навряд ли что-нибудь будет. Ну, если сейчас 7 забросов кину еще. Если поклевки не будет, поедем попробуем покидать на перекате. Чем черт не шутит. Вот, плещется по всей реке. Но это не язь, это не окунь, это не щука. На блесну ее не поймать. Первая поклевка. Не знаю, кто это клюнул. Это окунь. Это у нас окунь. Взял на середине реки. Так что от 0 мы, друзья, сегодня ушли. Может быть, свежатинки на уху или на жареху подергаем. Может быть, может быть. Обновили блесенку. Все-таки окунь у нас не удержался и клюнул. Но если клюнул один, значит клюнет и второй. Все-таки мы нашли голодного окуня. И главное, по центру реки. Не здесь вот возле берега. Тут типа ямки, где окунь держится. Щучки могут быть. А по центру реки, на течении. Потихонечку нас несет самосплавом. Так что обкидывать будем обе стороны. Солнце тем временем село уже за горизонт. И 28 августа. Это не 28 июня. Сейчас очень быстро будет темнеть прямо на глазах. У меня, конечно, есть фонарик. Но лучше, конечно, ехать по светлому. Минут 15-20 максимум осталось у нас рыбалки. Сейчас посмотрим, что мы успеем за это время поймать. Так, все-таки решил остановиться на перекате. Приехал на перекат. Правда, еще вода большая для этого переката, потому что тут вот островок был, его еще не видно. Ну, попробуем. Попробуем, чем черт не шутит.
Там у нас поклевок больше так и не было. 2 поклевки такие робкие были, и все. Ставим опять же нашу блесну. И без мушки, без ничего попробуем покидать. В идеале можно было сюда мушку повесить, но давай повесим мушку. Тут будет блесна, а чуть выше вот сюда вот повесим муху. Такая вот одинарная мушка с одним крючком и блесенка. И попробуем. Первый заброс. Всплесков хариуса пока я не вижу нигде, по крайней мере на перекате. Время тоже уже как бы прошло. Ночью он редко когда берет, но бывает. Так что от того, что мы попробуем, хуже не будет, это точно. Брал с собой термос с чаем. Сейчас налью, чтобы остыл. Оденусь. На улице холодает очень быстро. Если я днем был в одной термухе и энцефалитке, и было жарко, весь мокрый, вспотел, то сейчас одел рубашку, свитер и спасательный жилет, и не жарко. И там что-то все затягивает с южной стороны. Возможно, будет дождь. Ничего, завтра 5 утра с Саньком выйдем. Я так думаю, у нас все получится. Сегодня тоже, несмотря на то, что сейчас нет поклевок, можно сказать, день прошел недаром. Закинули ловушки. Это очень большое дело. Как бы уже начало положили, теперь будем ездить только проверять. Я так думаю, небольшой запас живцов все равно должны сделать. А хариус брать не хочет. Ни одного всплеска нигде не было. Вот как 2 недели назад вода подскочила, так он и перестал ловиться. Но он еще будет. Вода упадет, погода будет, он еще будет ловиться по-любому. Что, друзья, вот так вот под чаепитие с конфетками заканчивается сегодняшний день. Успели за сегодня очень много. Съездили в Троицк. Соседи попросили отвезти на автобус. Побывали дома. Отвез дочке картошку. Послезавтра она едет уже в город учиться дальше. Варенье, картошку, все такое. Кое-что позанимались по дому. И выехали уже после обеда и много успели сделать. Поставили раколовки, ловушки на живцов. Открыли осенний сезон охоты. Вот такая вот уточка. Охлата чернить. Первитниц. Первая утка осеннего сезона. Провели разведку. Завтра у нас ожидается большая рыбалка с Александром. И поймали вот такого окушка. Вот так как он один. В принципе, я не любитель спортивной рыбалки. Но один он в поле не воин. Так что отпускаем окушка плавать. Пусть плавает. Пусть живет. Потому что если рыба
не поймали рыбы, это уже не рыба. Это как мне отец рассказывал с дедом. Ну, отец у меня 2 года остался круглой сиротой. Отец отца погиб на фронте. Отец у меня 39-го года рождения был. А мать умерла, получается, в 41 году, когда отцу было 2 года. И воспитывали тетя и дед. И вот он с дедом поехал на рыбалку, ставили сети на карася, поставили 55-ку. Я чьей вроде бы сказал, если не 70-ку. Тут, говорит, крупный карась на озере. Проверяют. Одну сетку пусто, вторая пусто, третья пусто, четвертая пусто. Было 5 сеток, что ли, говорит. 5-ю проверяем. Попался здоровенный карась, говорит. Ну, килограмм, наверное. Хороший такой. Батя рассказывает. Я такой радостный. Ура, здорово, типа. Карася поймали. Дед, говорит, спокойно так отцепил карася, посмотрел. И на середину озера, говорит, выкидывает. Я, говорит, чуть ли не заплакал. Ты зачем, говорит, дедушка, такую большую рыбу выпустил? А, Генюк, если, говорит, рыбы нет, это уже, говорит, не рыба. Вот такая вот история была, когда отцу было совсем мало лет. Это было в далеком прошлом уже. Давно нет деда, давно нет уже моего отца. 13 лет как. А истории, рассказанные им, помню я. Но теперь рассказал вам, и это будете знать и вы. Вот. Так что день 28 августа подходит к концу. Сейчас попьем чайковского и поедем домой отдыхать. Не попалась рыба, тоже свои плюсы в этом есть. Не надо чистить, поужинаем. Раньше ляжем спать, раньше встанем, и завтра в 5 утра будем мы уже на реке и скажем вам: доброе утро, друзья, рыбалка начинается. Так что до новых встреч на канале Коми Рыбак. Канал Коми Рыбак на ютубе теперь практически не работает. Ролики продолжаю, конечно, закидывать для заграничных моих друзей вообще бесплатно. Монетизации нет. Все деньги, которые... Вот где-то хорюзок плесканулся. Ага, вот он. Все деньги, которые я заработал на ютубе в течение 2 лет, наверное, там что-то около $800, цент заблокировал и не дал вывести. Так что даже эти деньги я не получил. Все деньги, что я могу заработать, это только на Дзене. Смотрите Дзен, время просмотра дает мне копеечку. Рутуб пока монетизацию не подключил, не хватает скорости интернета. Буду в поселке, попробую подключить, потому что 5000 просмотров у меня уже есть. Посмотрим, что будет на Рутубе. Так что 3 платформы, работает только одна. Это Яндекс.Дзен. Вот такие вот новости. Всем спасибо за внимание. Всем пока, увидимся завтра. До новых встреч.